Но когда в семье появляется ребенок с особенностями развития, в этот момент родители хоронят своего ребенка мечты. Нужно найти в себе какую-то мечту и реализовать ее при помощи даже своего ребенка. Не искать виноватых внутри семьи, не говорить, какая она или какой он. Вам так легко было всегда или первый раз было сложно? И особенно, когда не было эффекта, то это было страшно. Когда мы признаем, что мы невероятно бессильны, появляется сила. Те стереотипы, которые появляются у наших детей, это наши стереотипы, и это наши страхи. Салям алейкум, это очередной выпуск проекта «Миркес», и сегодня мы говорим на тему «Запрещенное горе». Наш сегодняшний выпуск посвящен теме особых деток и семей с особыми детьми. Свой первый вопрос я хочу адресовать мамам-героям, потрясающим мамам Эльзара Ханум, Лили Ханум. Я хочу вас спросить о таком. Делиться своими историями страшно, больно, опасно. Какова реакция общества, какова реакция окружающих на ваши истории? Для меня несложно делиться, рассказывать о своем ребенке. У меня девочка с аутизмом, 15 лет. Я готова делиться, готова рассказывать родителям. Может, у них есть какие-то вопросы. Интересно, почему такая ситуация, почему так произошло. И вообще, что делать с ребенком. И можно сказать, что я даже нашла себя в этой сфере. То есть я являюсь руководителем благотворительного фонда «Особый взгляд», который как раз-таки оказывает помощь семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития. Вам так легко было всегда или первый раз было сложно? До 7 лет, когда мы не нашли подходящих специалистов, и было немножко такое сумбурное развитие ребенка. То есть мы метались то к логопедам, которые не могли справиться, то ходили на дельфинов, которых она боялась. В общем, это был такой сумбур. И каждый раз, и особенно когда не было эффекта, то это было страшно. Да? То есть вообще был туман в голове. А потом, мне повезло, я встретила специалистов подходящих, и мы нашли подход к ребенку, то есть выстроили маршрут, и дальше стало легче. То есть я считаю, что главная задача семьи с особыми потребностями — это найти свой маршрут для ребенка и дальше уже идти по нему плавно, маленькими шагами, и как-то. Эльзар Ханум, как ваша история развивалась? Когда родился Ирвинчик, это был наш первый ребенок. С нами вместе еще и Ирвин, ваш сын, потрясающий ребенок, которого, я не знаю, как минимум наше крымско-татарское общество помнит его по роликам, в котором в 8-летнем возрасте Ирвин заявил, что он хочет стать президентом. Да? Я точно его помню таким. Ты все еще хочешь стать президентом? Конечно. Конечно. Я продолжаю работать над собой. Сдаваться я не собираюсь. Обязательно бью свои цели. Сам ходить, себя обслуживать. Я стану хорошим юристом. Обязательно буду полезен своему народу. Моя мечта с детства стать президентом. Браво. Браво. Но я должна сказать для зрителей, что мы не просто так задали этот вопрос, потому что Ирвин у нас сегодня первокурсник. Он учится на первом курсе юридического факультета, поэтому он на несколько шагов ближе к своей мечте. И на самом деле для меня ваша история — это история большого успеха. Я понимаю, что за этим успехом кроется огромная большая работа и ваши усилия. Как вам это удалось? Я не рассказала, когда родился такой ребенок, я, конечно, очень переживала, и я понимала, что нельзя расслабляться, и нужно работать и над собой, и максимально помочь ребенку, чтобы он реализовался
в этой жизни, ну, социально. Сначала у нас были проблемы, чтобы он социально там, ну, мог себя адаптировался, да, помочь ему. Мы в Израиле оперировались, себя хотя бы обслуживать, ну, полноценно питаться и учиться. Вот 1 класс мы пошли, научили его писать, читать. И когда он заявил, что он будет президентом... Для вас это было неожиданностью? Да, честно говоря, я его видела вообще 1 раз в ролике по телевизору. Он объявил, что он будет президентом. Он не делился с вами этой мечтой пока еще, да, на тот момент? Нет, мы узнали уже из ролика. И ну, мы начали активно заниматься, мы много читали. И я наблюдала, что ему больше нравится в этой жизни. Оказалось, что ему нравится действительно история, обществознание. И выбирая профессию будущую, мы как бы делали упор на вот эти предметы, ну, научили его писать, грамотно писать, ну, хоть у него и проблемы, но писать он может, набирать текст, и у него хорошо получается. И я же у него опять спрашиваю перед тем, как сдавать ОГЭ, ЕГЭ, ну, как ты думаешь, кем ты хочешь быть? Он говорит, ну, вот мне нравится очень история, у нас такой хороший преподаватель. Я решила, что нужно все-таки, раз ему это нравится, выбрать профессию. Что-то близкое. Близко, да. Ну, мы рассматривали журналистику, но так как у нас проблемы тетрапорез, и он все-таки настаивал, что он хочет быть юристом и президентом. И я поняла, что ему нравится юриспруденция. И действительно он сам сдал ОГЭ в 9 классе, потом ЕГЭ в 11 классе. И хорошо сдал. В университете у нас был дополнительный экзамен. И он набрал те баллы, которые были проходные. Тебе было тяжело сдавать экзамен? Ну, легче, чем обычно. Да, почему-то в университете были легче экзамены было сдавать, чем ЕГЭ. Ближе к цели. Ближе к цели, может быть. Набрал 80 баллов. И только по университете, а вместе 186, да? 186 баллов. И это мне очень помогло как бы при поступлении в университет. У тебя уже было преимущество, да, благодаря этим баллам? Ну, у меня уже было преимущество. И чтобы поступить на факультет? Чтобы поступить на факультет юридический, от который я хочу. Молодец, молодец. Рисмаль Ханум, Дарья Александровна, ну вот за такими историями всегда прячется, ну, во-первых, немного боли, да. Понять, что жизнь их изменится, и найти в себе силы вот действовать дальше. Но вот эта работа всегда начинается с того, что мы должны проговорить, да, начать говорить вслух. Рисмаль Ханум, ну, у нас есть такая и крымско-татарская традиция, и, в общем-то, может быть, это и советская немного традиция, да, что вот подобные ситуации, они замалчиваются, умалчиваются, и эти истории остаются в семье. Да. Нужно ли говорить о них вслух? Нужно ли придавать вот такой огласке эти истории? Ленора Ханум, наверное, вы как политолог, я думаю, слышали о таком когнитивном искажении, как вера в справедливый мир. В политологии, конечно, активно может использоваться. К сожалению, это когнитивное искажение играет со многими из нас очень злую шутку. Нам хочется верить, что если с людьми случаются какие-то... Все, что с людьми случается, они этого заслуживают. Бороться с этим искажением довольно сложно, и оно как будто бы облегчает участь людей, которые вне этого горя. То есть мы можем переложить ответственность целиком и полностью на плечи родителей, не помогать, ничего не менять. Переложили ответственность, и ладно, да? Но в то же время... Работа требует того, чтобы мы, знаете, вот, чтобы поняли, приняли и что-то делали с этим, как родители, так и общество.
за этим стоит огромный труд. И этот труд во многом заключается в том, чего ни одному человеку делать не хочется. Это признаваться и расписываться в собственном бессилии, что не все от нас зависит, что мир не такой контролируемый нами, не все зависит в жизни от наших личных качеств, не все зависит от наших личных особенностей. И мы не застрахованы вообще ни от чего. Мы непременно столкнемся со страданием любого вида и с утратами и горем. И да, мы признаем, что мы бессильны. Но когда мы признаем, что мы невероятно бессильны, появляется сила, которой не было до этого. Когда ты понимаешь, что все, нет смысла поддаваться каким-то ошибкам мышления, искажениям мышления, иллюзиям, фантазиям. Когда ты понимаешь, что тебе уже нечего терять, вот в этот момент тогда появляется сила, появляется критическое мышление, появляется желание что-то менять, появляется желание взаимодействовать, работать с медработниками, начинать коррекционные работы, взаимодействовать с обществом. Вот именно тогда, когда эта работа горя запущена. И да, родителю очень хочется спрятаться, родителю очень хочется не отвечать на какие-то неудобные вопросы, очень хочется... Родитель думает, что руководствуется интересами ребенка, что ребенок, может, пострадает, если... В очередной раз они пойдут в поликлинику, если в очередной раз они каждый раз, когда обратятся. Семья с ребенком с особенностями развития сталкивается с обществом, сталкивается с внешним да. миром, это всегда риски. Риски большие, но больше всего родитель боится, что те сложные чувства, которые в нем находятся, которые он в себе максимально пытается подавить, спрятаться, убежать, они найдут какой-то выход, и он этого боится. Но на самом деле мы очень боимся, знаете, вот этот случай резонансный. Помните, когда на площадку пришли дети из центра. В Питере. Да, в Питере. И он приобрел такой резонанс, но на самом деле все те чувства, которые были у всех нас, и у семей с детьми с особенностями развития, и у общества, которое понимает, что эта проблема есть, она... для нас не решена. Вот через этот ролик у нас появилась возможность дать выход этим чувствам. Да, конечно, все переросло в травлю этой женщины конкретно, но выход чувствам был найден хоть какой-то. То есть мы в себе эти чувства подавляем. Две стороны подавляют в себе эти чувства сложные, но им нужно давать выход. И когда родители прячутся, они думают, что они кого-то спасают, они себя спасают, ребенка спасают, общество спасают. Они не спасают никого, они не дают прожить это ни обществу, ни себе. Да, они усугубляют. Горе — это не болезнь. Вот важно понимать, что горевание — это не болезнь. Горе бывает разным. Мы знаем, что переезд в другую страну — это тоже утрата, это горевание. Мы знаем, что одно из самых сложных видов горевания — это когда родители хоронят своих детей. Но когда в семье появляется ребенок с особенностями развития, в этот момент родитель хоронит своего ребенка мечты, которую он как будто бы ждал, надеялся, мечтал, и сталкивается с реальностью, которая не соответствует. И если горевание, когда мы кого-то действительно похоронили, условно, да, это год-два нам нужно на то, чтобы психика восстановилась, то горевание у родителей, у которых есть ребенок с особенностями развития, оно вот имеет начало, но конец пролонгированный. Да, это очень сложно. И здесь нужно больше эмоциональных ресурсов. Безусловно. И горевание в одиночку это не выход ни для кого. Ни для кого. На самом деле... Я правильно понимаю, что за пределы семьи нужно выходить? Почему? Потому что нужно готовить и себя к реальной жизни, и, собственно говоря, общество, коммуницируя вот с семьями, с детьми, с особенными, оно тоже получает некий опыт, да? То есть и эмоциональный, и практический, да? Как себя вести в этой ситуации. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. И мне важно добавить, что вот мы могли просто попытаться понять в какой-то малой степени, что чувствуют семьи, когда уходят на такую самоизоляцию, когда мы столкнулись с самоизоляцией в условиях пандемии. Да? Но мы прочувствовали лишь в малом количестве. Да, совершенно верно. Гнев не находит адекватного выхода. Ты понимаешь, что у тебя это твой гнев под запретом, ты не можешь его направлять ни на ребенка. Может быть, страдают ближайшие члены семьи. Часто этот гнев перенаправляется на медработников, потому что
Ну, куда-то он должен Да, он выбиться. должен выходить. Человеку горевать позволено любым понятным ему способом. Но выход этому всему... Он должен быть. Да, непременно нужно давать. Дарья Александровна, вот с какой моделью поведения вы чаще всего сталкиваетесь вот у родителей, в семьях которых есть особенные детки? Люди прячут, люди ищут какие-то выходы из ситуации. Как часто, какая, ну, скажем так, наиболее часто встречающаяся ситуация? Ну, когда первый раз приводит ребенка на прием, и второй, третий, когда мы уже вынуждены объявить достаточно серьезный диагноз. Я понимаю, нам тоже очень сложно эти диагнозы объявлять, поверьте, потому что мы каким-то образом выносим приговор семье. Кажется, что мы выносим приговоры семье и ребенку. Но первая позиция у подавляющего большинства мам, пап, кто виноват. Да? И чаще всего это неконструктивная позиция, потому что ищется вина в папе, в маме, в бабушке, в дедушке, в каких-то внешних, в медицине и так далее. И приходится долго объяснять, что это комплекс ситуаций, от которой не застрахован ни один человек в мире, ни абсолютно никакие деньги, никакие блага, никакое изначально хорошее здоровье родителей, молодость, возраст, профессия, привычки, вредности, ничто не может быть предопределяющим. Вот так сложилась ситуация, с которой нам надо понимать, надо понимать, почему так сложилось, потому что все равно есть какая-то перспектива и следующих деток, и вообще держаться за что-то. Но я говорю, главный вопрос, никто виноват, с этим мы будем разбираться потихонечку, а первый вопрос, что делать. И вот главное правильно, конструктивно не паниковать, не распыляться, собраться всей семьей, понять, что у вас есть такая ситуация, что есть ребенок, у которого вот так сложилась ситуация, вот так будет работать головной мозг, вот так будут работать руки, ноги. И ваш ребенок будет способен вот на то-то и на то-то. У вас есть такой шанс, у вас есть вот такой шанс. И если мы соберемся и будем делать в одном направлении двигаться, вся семья консолидируется. Поверьте, прогнозы даже в самых тяжелых ситуациях, вот как Ирвина, могут быть достаточно благоприятные. То есть мы можем добиться. Основная цель родителя — вырастить так, чтобы ребенок стал самостоятельным. Я говорю, ваша цель, ваша мечта — это одно. Вы там сложили по журналам, по каким-то картинкам, представлениям, поколениям. Но ваш ребенок должен быть самостоятельным, он должен приготовить себе есть, он должен себе приобрести еду, он должен приобрести ремесло, профессию, специальность. А будет он счастлив от того, что у него будет там высшее образование или не будет, это уже второй вопрос. Ситуация в том, чтобы в определенный момент вы поняли, что вы воспитали самостоятельного гражданина, гражданку, и дали ему все возможное. И когда родители понимают, успокаиваются, когда родители принимают ситуацию, принимают сложности своего ребенка, перестают бояться, вот это самое главное, перестать бояться своего ребенка. Вот тогда почему-то все начинает складываться. И препараты начинают действовать, и логопеды начинают работать, и у дефектолога все получается. И мама спокойная, и у папы как-то налаживается на работе. Как только идет ситуация деструктивная, мы ищем, кто виноват, мы начинаем делить пирожки, какие-то плюшки между такими бабушками, дедушками, а вот она такая. Считать гены. Считать гены, да. Еще хуже, я позволю себе добавить. За что, да? За что? И второй вопрос, за что? Говорю, это софистика, говорю, это, наверное, к тому, кто имеет над вами духовное мнение, можно обращаться. Но факт ни за что, никак, ни почему. Как, да, чтобы у нас дальше не получилась такая ситуация, но нам надо работать в другом русле. Говорить об этом вслух, насколько это важно в такой ситуации? Любая проблема, я всегда своих и пациентов, и мам, и подростков, и детей, любая проблема должна быть проговорена, она должна быть выпущена извне. Любая проблема, если у вас есть... Вот у меня приходят девочки часто, подростки, там, мальчики, у которых есть какая-то ситуация. Я говорю, ты проговорил ее с кем-то, ты ее поделил уже пополам. Еще с кем-то проговорил, поделил уже на 4 части. Я говорю, это уже не полностью твоя проблема, а у тебя уже осталась четверть. Кто-то тебе даст правильный совет, кто-то не... Но ты начнешь размышлять и думать как-то в этом плане. Самому никогда... собственный мозг может тебе дать свое решение, но если ты его не проговоришь, это перерабатывание энергии внутри себя. Любая энергия, любой чайник должен иметь крышечку для пара. То есть оно должно куда-то испаряться. Естественно. Наша энергия, и разумная энергия, и разума, она тоже, она и материальна. Она должна куда-то выходить, во что-то преображаться. Хорошо, когда преображается в такую конструктивную энергию, и мама ее много, и она пытается делиться ей с другими.
Вот. Это, ну, это колоссально, это здорово. И здорово, когда общество понимает, что есть такие дети. И больше того, здорово, когда общество начинает понимать, что никто не застрахован от таких детей. Я всегда своим мамам объясняю, вы понимаете, есть эта ситуация такая, что как цвет волос или форма ушей. Вот вы с ней родились. Это уже данность. Это уже ваша данность. И кто-то это ставит свой недостаток, а кто-то это ставит свое достоинство. Посмотрите модели на подиуме. Нестандартная внешность, но они лучше идут. Посмотрите на деток с синдромом Дауна, которые мамы не побоялись этой ситуации. Но они действительно талантливые, солнечные люди, они действительно много умеют и приносят много радости не только своим родителям, но и окружающим. И такие дети Эрвин принесет очень много пользы. Потому что он прошел через такие боли и испытания, через которые не мы принесли. У него есть этот колоссальный опыт, у которого у большинства людей нету. И эти мамы, они полезны, они сильные женщины, они образец для подражания, для того, чтобы понимать, что если, извините, у вас сегодня не сложилась прическа там, или там не купили такую юбку, это не самое страшное. И не самое главное. И не самое главное в жизни. И ну, в этом... Насколько общество готово вот к таким ситуациям? Вот наше общество конкретно. Мы не будем говорить о каких-то абстрактных, да, идеальных, но вот насколько мы готовы к эмпатии? Пока, ну, работает. Пока, ну, судя по тем роликам, которые иногда появляются, ну, еще не совсем готовы, но уже градус толерантности, конечно, у нас повышается. Здесь однозначно. И доступная среда, и доступная школа. Единственное, сейчас остается, конечно, проблема — это школьного образования, потому что коррекционных школ у нас не хватает, коррекционных школ у нас мало, у нас выходом остается только инклюзивное обучение или инклюзивные классы. Ну, я вижу, что не готовы пока люди видеть, ну, особенных детей в классах. Вот, к сожалению, не готовы. Вот золотое время, получается, упускается, потому что у нас нет вот этих центров детских до школы. Приходят в школу, там учителя, на которых нагрузка всего класса. И У нас есть коррекционные детские сады, у нас есть в этих коррекционных детских садах, конечно, и школах есть педагоги, воспитатели, которые знают, как работать с такими детьми. Их не пугает, там, что ребенок беспокойный или там расторможенный. Вот. Но пока наше общество не готово обычно нормотипичными детьми. Хотя для таких детей, конечно, среда нормотипичных сверстников, речевых сверстников более желательна, чем среда вот, ну, таких же сверстников, как они. Потому что... Ваш опыт, мамочки. Насколько готово общество? Вопрос, как очень важно, протокол объявления диагноза. Ну вот как раз вот... Что это значит? Ну то есть когда семья в первый раз услышит, что у ребенка есть такая-то проблема. И как раз это вот один из важных этапов, поэтому что говорят, что даже им нужно составить протокол, ну как это все должно быть, что как это специалист, врач преподнесет. Ну особенно вот в роддомах, да, у нас вот ребенок рождается, например, с синдромом Дауна или что. Ну то есть когда уже сразу видно проблематику, вот, и для родителей это шок, вот, ну, это как бы очень важно. Для вас вот этот вот протокол объявления диагноза, он был соблюден с вами? Нет, у меня ребенок родился 9 по шкале Апгар, развитие шло нормально, но я видела до года там проблематику немножко такую там неврологическую. Все началось там в 2,5 года, у нас произошел откат, то есть пошла речь потом. Ну, это как бы особенности, специфика аутизма, так скажем, то есть так у многих часто, что как бы сначала идет вроде бы нормально развитие, а потом мы видим резко откат. Вот, и родители как бы в двойном шоке, что случилось, кто виноват. Вроде все было нормально. Да, и пытается донести это там всем родственникам, что я ничего не делал, все хорошо, я нормально, нет, вот ты не так воспитывал. То есть надо еще успеть оправдаться. Да, вот это вот в ситуации с, ну, как бы у меня это часто было год-два, это просто шло оправдательное перед кем, что я не так делала. Ты вот книжки читала, ну, как бы, а не занималась с ребенком, ты с ними мало разговаривала. Ну, то есть вот такого рода разговоры, они, да, отнимают очень много энергии у родителя. Поэтому вот это вот как бы, не знаю, считаю, что задача общества построить именно так как детей с особенностями сейчас очень много. Ну, это уже большая эпидемия, пандемия, не знаю, как назвать на самом деле. Каждый, вот, например,
66-й ребенок рождается с проблемой аутизма. Ну, то есть, на самом деле... Игнорировать проблему нельзя. То есть мы нельзя должны игнорировать, менять поэтому, общую, да, нужно выработать среди специалистов коррекционной сферы, врачей в первую очередь, педиатров, как раз-таки вот, ну, как бы вот такие моменты, чтобы донести семье. Сразу сделать маршрут, направить. Вот, да, у вас такая-то проблема, ну, есть такие-то общества, есть такие-то организации, вы можете пойти, да. Очень много у нас, на самом деле, вот в Крыму уже есть родительских организаций, достаточно серьезных, они ведут работу. Есть сами родители, мы группируемся в чаты, у нас круглосуточное общение. Мы Самая главная тема, которую вы обсуждаете вот в этих чатах, ну там, наверное, реальная жизнь кипит в этих да, чатах. мы обсуждаем, на самом деле, про детей, да, но мы больше обсуждаем там, ой, девочки, у меня болит голова, что мне сейчас выпить? Например, ой, куда нам сходить на выходных? Ну, то есть это вроде как бы не обыденные проблемы, но они понятны маску семье. одевать сначала на себя, потом на всех остальных. Вот через чат они понятны. Там, да, мы сегодня всю ночь не спали, ну, это как бы нормальная ситуация. То есть и всем все понятно, почему не спали, зачем не спали. Вот, как бы. Это место, где не надо ничего объяснять. Не надо объяснять. Здесь ты получишь поддержку, здесь ты получишь понимание. Вот. И очень важно. Одному оставаться нельзя. То есть, ну, я считаю, что это ни в коем случае. Это просто убьет человека. Ну, и он не сможет помочь своему ребенку. А все-таки мы должны действительно довести ребенка до самостоятельной жизни. И на самом деле это возможно максимально со многими. Ваши советы вот родителям, когда они столкнулись с такой ситуацией, понятно, что нельзя затягивать проблему, нужно бежать, не нужно искать виноватого, а нужно думать о последующих шагах. Вот что нужно для родителей, да, то есть пополнять свои эмоциональные ресурсы, пополнять свои физические ресурсы, это, наверное, главная задача, с которой должны справиться родители, чтобы было время на деток. Вот что нужно для родителей, в первую очередь, для себя понять, вынести и что делать для себя? Ну, я всегда объясняю, что любой диагноз — это не приговор, что у любого диагноза есть начало, есть стадия, есть, наверное, и даже у того же аутизма есть, если не выздоровление, потому что выздороветь от аутизма не можно, это вот ситуация, это такая врожденная центральная нервная система, вот так она будет работать у вашего ребенка. Но выход в качественную жизнь вполне социально, вот в общем, в широком понятии этого слова, качественная жизнь, то есть семья, работа, образование, как мы, то все это все возможно. Главное, достаточно рано обращаться, главное, не опускать руки. Очень часто у меня мама уходит, я параллельно мамам назначаю какое-то лечение, потому что ресурс должен быть у мамы обязательно. Мамин ресурс — это прежде всего мамин и папин ресурс. Мамина тревога сразу же отражается на ребенке, мамин страх сразу же отражается на ребенке. Только вчера была у меня ситуация, мама меня спрашивает, почему у меня так? Я говорю, да вы боитесь своего ребенка, вы просто боитесь. Она говорит, я его не боюсь. Я говорю, вы боитесь стать неправильной мамой. Говорю, вот это самое страшное, да, вот уже сделать уже, понимаешь, когда уйти от чувства вины, в этом никто не виноват. В этом никто не виноват. Так получилось. На этот вопрос никто никогда не найдет ответ. Можно рассуждать на миллионы томов, но ответ не в этом. Главное не бояться своего ребенка, убрать тревогу, убрать в себе ее тревогу, потому что ребенок считывает мамину тревогу вот с первым глотком молока. Он понимает, что мама боится. Если мама боится, ребенок будет бояться. Если мама уверена в себе, вот, ребенок будет уверен в себе, у ребенка тогда положено. И здесь вот именно в Лилином случае, наверное, ситуация пошла тогда, когда Лиля почувствовала почву под ногами, когда она пошла уверенная, и дочке сразу стало легче. То есть она поняла, что есть система, что она дочери может помочь, что у нее есть определенный прогноз. Вот в этом случае она будет уметь так, а в этом случае она не будет уметь. Но ничего страшного. Большинство людей там не умеет грамотно писать или грамотно считать, или там пользуются калькулятором, но при этом их жизнь ни на сколько, уровень их жизни, никаком качестве их жизни, ни на каком этапе не понижается. Поэтому здесь... От этого они не становятся менее прекрасными. Они от этого не становятся менее прекрасными, менее любимыми и менее желанными детьми. Конечно, конечно. У каждого ребенка есть свои прекрасные. И детки с аутизмом, они невероятно талантливые, так называемые синдром савантизма, да, лакунарная гениальность. Если у них что-то не получается, то другой у них получается так, что не получится ни у кого на свете. Да, вот. И вот эти черты надо развивать. И здесь ребенок получает свой выход, свой вариант в рисовании, в лепке, в музыке, в чтении, в счете, во всем угодно. Ну,
они по-другому видят мир, они по-другому видят ситуацию, и те произведения там, искусства, которые они создают, они достойны... Шедевры. Шедевры, они реально могут достаточно дорого продаваться. Поэтому каждой маме надо понять, что у каждого ребенка есть своя... Это касается нормотипичных детей абсолютно. То есть, когда мама пытается ребенка со средними способностями, сделать отличника, ставишь перед мамой вопрос, для чего? Зачем? Зачем? Да. И ситуация иногда и с такими детками, с нормотипичными, всегда заключается... Иногда я пишу советы, пишу рекомендации, я понимаю, что я пишу рекомендации и в отношении нормотипичного ребенка. Ничем абсолютно не отличающаяся Ничем, да. ситуация. И та же массаж, и та же гимнастика, ЛФК, медикаментозная терапия, и занятия с психологом, да. Наверное, 80% нормотипичных детей будут получать такие же рекомендации, уходить с такими же рекомендациями. Не бояться мамам просить докторов о помощи, не бояться просить медикаментозного лечения. И девочки, мамы, которых уже повзрослее, детки, которые уже прошли все этапы горевания, они сами обращаются, они сами уже говорят: да, Александровна, давайте мы что-то с вами пропьем, потому что она чувствует, хорошо уже чувствует, когда у нее есть ресурс, когда ресурса не хватает. К сожалению, это опыт нескольких лет, но и нет. И еще один момент, который бы я хотела отметить, Лиля здесь абсолютно правильно сказала, что на первом году она отмечала какие-то звоночки, может быть, такие легкие какие-то ситуации, любая ситуация, которая беспокоит, пусть мама ищет, добивается, стучится до специалистов, потому что аутизм, да, внешне вроде все идет хорошо, но когда начинаешь ковырять и расспрашивать подробненько, там что-то пошло не так, так что-то не так сделал, так. А все это в комплексе можно было бы предотвратить, не свалить до той катастрофы, к которой они приходят ко мне, допустим, детки в 5-6 лет. Уже запущенная, да, ситуация? Уже много мам, которые обращаются до года, уже даже до года обращаются, это здорово. Это, понимаете, можно дать общие советы, и мы можем предотвратить достаточно много проблем. Поэтому здесь любое что-то, любая проблема, что-то не нравится, не так ребенок проснулся, не так ребенок повернулся, да придите, проконсультируйтесь. Мы проведем лишний раз обследование, мы назначим лишний массаж, ЛФК, энцефалограмму сделаем, и будем спать спокойно. Все, причем? Все. И я в том числе. Да. Ильзара Ханум, а в вашем опыте борьба с этой тревогой, восполнение ваших ресурсов, насколько вам удается преодолеть это все? У вас уже большой опыт, вы уже достигли первого курса вуза, и это же самоотверженный труд, это ваш труд в первую очередь, да? Несмотря на все усилия Эрвина, вы находите в себе силы для того, чтобы вместе с ним пройти все эти этапы. Удается уделить себе время, удается восполнить свои эмоциональные ресурсы, физические ресурсы? Как вы справляетесь с этим? Советы, которые Дарья Александровна... Да, очень хорошие советы, да, спасибо. Для меня главное в жизни свести Эрвинчика проблемы к минимуму, чтобы он не был ущемлен. Я посвятила всю свою жизнь, все свое свободное время занятиям Эрвина, чтобы он полноценно воспринимал эти предметы, знания, общался с людьми. Я ему стараюсь во всем помочь, чтобы он себя социализировал. На себя, конечно, времени не хватает. Главное, чтобы у него... Это неправильная модель поведения? Неправильная, да. Вернее, она правильная в отношении ребенка, и мы видим результат налицо, но ресурс у мамы должен быть всегда. Да, я считаю, что это очень важно. По себе могу сказать, я очень люблю путешествовать. И хотя у меня ребенок с особенностями, с ней сложно, но мы нашли такую возможность. И вместе мы выезжаем на экскурсии, постоянно куда-то ездим, и уже каждую неделю мы не можем без этого. То есть нужно найти в себе какую-то мечту и реализовать ее при помощи даже своего ребенка. Кстати, да. Коварный план. Да, нет, каждая мама в своем ребенке реализует какие-то свои мечты, планы, какие-то свои ситуации. Кто-то музыкой не дозанимался, кто-то еще чем-то. Мы в любом случае пытаемся в своем ребенке вырастить и дать ему то, чего
как бы нам не хватало в детстве, да, с одной стороны. И любой ребенок в этом может помочь. Абсолютно любой ребенок. Надо каждого ребенка воспринимать вот такого, как он есть. Ну да, и есть возможности вылечить, есть возможность поправить, есть возможности. Только надо раньше обращаться и ни в коем случае, опять еще раз говорю, не искать виноватых внутри семьи, не говорить, какая она или какой он, плохой или все остальное. Вот так сложилось, ничего страшного. Значит, мы сильные люди, раз нам дали такое испытание. дали такое испытание. Давайте проговорим про мечты. Да, то есть мы, у всех людей есть какие-то мечты, мы мечтаем о чем-то. Мечты ваших детей, мечты ваши, насколько вот реально их реализовать? Да? Вы уже тут говорили про путешествия, но это скорее потребность, наверное, да? А как с мечтами обстоит дело? Жизнь и мечты семьи. То есть есть ли место для мечт детей с особенностями развития и насколько они вот их мечты, а не мечты там, других членов семьи? Ну, я не знаю мечту своего ребенка, на самом деле она не говорит, она не может мне ее донести, я просто вижу, что ей нравится, не нравится. И как бы вот она уже взрослеет, и 15 лет, я все-таки наблюдаю, что у нее есть вот эти все проявления эмоций, она там и ревнует, и обидчива. На самом деле, это как когда наблюдаешь, очень все заметно. То есть есть люди, которые прям очень сильно нравятся, вот она их там ревнует, когда они там с другими там играют или что. Вот. Ну, что я хочу для своего ребенка, я думаю, ей нужно тоже как-то реализоваться, вот, поэтому как мечта, так скажем, надеюсь, мы реализуем, это вот какое-то поселение, какое-то комфортное поселение для таких людей, как бы, но оно не будет закрытым, то есть я вот видела... Без заборов. Да, я видела в Пензе очень хорошее поселение, кстати, вот недолго к этому шли, квартал Луи. Там собираются люди... творческие. Это они вот со всей России зовут, проходят через конкурс, то есть тоже ребенок или семья. И они там реализуют свои проекты. То есть человек с особенностями, с инвалидностью живет, там доступная среда, все там у них сделано, и он там реализует свою мечту. То есть он там или музыкант, или вот была замечательная художница, она пишет картины зубами. То есть у нее нет рук, и они хорошо продаются. То есть это все она реализовала в этом поселении. То есть это место, где человек может жить спокойно, он получает для себя какие-то условия доступные, комфортные для для бытовых своих условий. Но в то же время он реализует какие-то свои мечты, да. То есть... Ирвин, о чем ты мечтаешь? Да, учиться ходить. Просто для меня это важное общение. И как бы моя мечта — это научиться ходить. Это самое главное вообще, что у меня есть, выздороветь, общаться со всеми. У тебя друзья есть? Я дружил с мальчиками с больницы, но они там... Редко встречаетесь, да? В рамках больницы. Тебе нравится общаться со сверстниками? Да. Общаемся, дружим. Или переписываемся, но как это бывает. Мечты ваши, насколько они... Или они полностью погружены в те, скажем так, желания, в те цели, которые вы ставите для Ирвина? Либо у вас есть собственные мечты? Моя мечта, конечно, чтобы он выздоровел, научился ходить, и был полезным обществу и реализовал свои мечты и помочь ему максимально в этом. Как вам мечты? Мечты ходить — это мечты о свободе, наверное, какой-то. Поэтому можно еще дать какой-то вариант свободы в общении в этом. Поэтому мечта ходить у тебя — это будет твоя профессия, в которой ты будешь общаться со многими людьми и будешь чувствовать себя нужным и полезным.
Это самое главное. Ну, а мамина мечта, это всегда мамина мечта, она всегда связана с ребенком. Если мы стали мамами, да, это наше, что у нашего ребенка все получилось хорошо. Все. Ну, а уже там надо прислушиваться к ребенку, что он тоже хочет. Они тоже граждане, сознательные личности, самостоятельные. Замечательный проект, вот, кстати, по-разному он может называться. «Зеленый дом» и «Нет». Это, к сожалению, пока государственных программ не знаю вот в этом плане, но нам надо в этом ситуации работать, когда люди... Это пространство, где создаются условия Да, для... пространство, где создаются условия для таких молодых людей или немолодых с развитиями. Там на самом деле минимальная социальная поддержка, то есть соцработник, который там проконтролирует продукты, какие-то там, ну, бытовые, необходимые бытовые вещи, они могут реализовывать. И среди них, я же говорю, очень талантливые дети, не креативные, они не зашорены нашими бытовыми какими-то рутинными ситуациями. У них меньше рамок, чем у нас. У них, у них меньше рамок, и у них другой тип мышления. Аутизм — это эволюционная ситуация. То есть наша эволюция приспосабливается к цифровизации, к цифровой среде. Они алгоритмичные, они нестандартные, они могут предложить нам много того, чего мы, к сожалению, в своей рутине, в своей обыденной зашоренности бытовой мы не сможем придумать. И на самом деле нам надо, это своего образа силиконовой долины могут стать вот с такими детьми. Поэтому здесь там большой потенциал. Большой потенциал, и здесь надо работать. И, конечно, благотворительные, государственные, наверное, средства надо направлять именно на такие вещи. На такие проекты. Да. Раз уж мы заговорили о возможностях общества и государства, вот в этом контексте что может предложить государство, насколько вот та помощь, которая выделяется государством, я не имею в виду там пособия и так далее, да, что-то я имею в виду понимание государством тех проблем, которые вот, с которыми сталкиваются семьи с детьми с особенностями развития, насколько адекватна эта реакция наших институций? Ну, у нас есть большой проект, объявлен десятилетие детства, в котором вкладываются большие ресурсы, в том числе и для детей с особенностями развития, потому что особенностями развития не есть полная беспомощность этих детей. Это просто какая-то ситуация, которая должна быть корректирована. И аутизму уделяется очень большое внимание, и у нас много программ обучающих и развивающих. И дело в том, что по всем рекомендациям спектр аутистических расстройств считается медикаментозное вмешательство там минимальное. Это социальная развивающая среда. Пока все это на уровне проекта, естественно, все всегда стартуется, наверное, с общественных организаций, которые... То есть они двигатели? Они двигатели, да. Они в любом случае продвигают какие-то креативные идеи, креативные проекты, а потом это все уже облекается в форму там, расчетов, каких-то инвестиций и в дальнейшем выделение средств, фондов и так далее. Вот. Поэтому вот такие ресурсные мамы, это, конечно, тот ядерный стержень, да, который вот в основе этого реактора и который даст основу всему. Вот. Ваш опыт. Насколько государство, скажем так, чувствует тот спектр проблем, которые есть? Ну, если пытаться быть объективным, у нас не худшая ситуация вообще, в принципе, которая есть в мире. Большой шаг был то, что у нас появилось инклюзивное образование. Это очень значимый шаг, когда мы поняли, что не нужно детей прятать в специализированных школах и ожидать чуда от школ. Не от школ нужно ожидать чуда, от того, что дети могут соприкасаться с реальным миром и могут чувствовать себя полноценной частью этого социума. И если мы возьмем ситуацию, которая даже была... Мы вернемся даже если в 90-е. Еще в 90-х все-таки, скажем так, больше ставили родители, скажем так, крест, что мы мало что сможем сделать, мало шансов. Да, родителям давали мало шансов. То сейчас, конечно же, ситуация вот каких-то несколько, 30 лет, и ситуация значительно изменилась. Нам нужно время. Нам однозначно нужно время. Да, сейчас, может быть, реализация не лучшая, когда в классе... всегда есть к чему стремиться. Но есть к чему стремиться, правда. Нам есть к чему стремиться. И то, что сейчас видят и специалисты, и родители, то, что чувствуют в обществе,
все равно мы стали более открытыми. Мы через блоги, через социальные проекты мы делимся с тем, что видим. Да, сейчас не на каждой детской площадке мы увидим ребенка с особенностями развития. Очень редко. То есть мы по-прежнему в общественных местах, в общественных заведениях, на общественных пляжах вы не так много увидите детей с особенностями развития. Потому что они недоступны, эти места, или потому что родители все еще вот боятся, так сказать, отпустить ребенка? Ну, вообще недоступны. И то есть проблема и доступной среды, и проблема как бы страхов и понимаете, родительских. эти дети там по карточкам, как купить себе в магазине то, что тебе нужно, как посидеть в кафе, по каким-то картинкам, они этого никогда не поймут. Им нужна и доступная среда. Но еще есть такой, знаете, важный момент, вот когда было обсуждение этого случая на площадке, да, в том числе написала девушка с особенностями развития, во всяком случае, ее текст такой был, и она говорит, мои родители максимально старались вовлекать, скажем так, нормотипичных, здоровых детей к взаимодействию со мной. То есть, допустим, возле нашего дома они соорудили специальную палатку. Да, детей интересовала сначала палатка, потом уже я. Но вот эта палатка привлекала внимание. Как и вы говорите, эти специальные среды, да, когда взаимодействие, где, да, может быть, не каждый ребенок испытывает только свой интерес взаимодействовать, вот как в инклюзивных классах. Посадили все вместе, и тут, значит, учитель требует, чтобы все сдали какой-то очередной норматив, сдали какую-то контрольную, итоговую, и все сдали ее хорошо. А тут... Здесь надо уйти от сравнения. То есть задача инклюзивного класса не чтобы ребенок с особенностями дотянулся до уровня, а именно дать ему возможность просто находиться в этой среде. Коммуницировать. Но у него своя отдельная программа, у него есть помощник-тьютор. Как раз-таки вот основная проблема, я считаю, это у нас специалисты, их недостаток, да. Особенно потому в районах, и основная проблема здесь, извините, я перебила вас, коллеги, но основная проблема в том, чтобы, поймите, для детей, я сталкиваюсь, я знаю, с этим работаю, для детей все равно мальчик там с 2 руками, девочка с 1 ногой. Для них они воспринимают изначально все это, ну как дети не чувствуют разницу между мальчиком и девочкой. Да, для них это все одинаково. Извините, те стереотипы, которые появляются у наших детей, это наши стереотипы, и это наши страхи. Если кто-то сказал, что эта девочка не такая, как все, вот ребенок придет и скажет, что вот он не такой, как все. Пока об этом взрослые на это не обратят внимания ребенка, не акцентируют каким-то образом, вольным или невольным, дети будут воспринимать это как ситуацию. Это касается обычных детей, у которых есть какие-то там сложности в учебе или еще что-то. Пока учитель не сделал замечание перед всем классом, класс на это не будет обращать внимания. Первое замечание, первая вот такая ситуация, и класс этого ребенка начинает выделять. Поэтому здесь ситуация с инклюзией в классе тоже, чтобы были педагоги, но прошли какой-то элементарный курс понимания поведения с таким ребенком. Да, что если ребенок забеспокоился на уроке, то здесь надо просто тьютору дать знак, и тьютор-ассистент выйдет с ним, там, не знаю, польет цветочки, погуляет, там, пособирает листики в дворе. Любая ситуация можно сделать, не привлекая внимание класса, не выделяя этого ребенка. И нашим педагогам надо этому научиться, конечно. Это не так сложно. Да, это не просто, но это не критично сложно. Сделать вид, что все нормально, что все идет как по плану. Каждый ребенок может расстроиться, испугаться, разнервничаться, расплакаться. Абсолютно нормальная реакция. Это абсолютно, да, забыться, не написать букву, слово, сделать ошибку. Вот в этом плане, как только мы перестаем на это выделять и обращать как что-то особенное, вот тогда это касается любых сфер жизни, не только ребенка. Мы, к сожалению, очень легко привыкнуть к грязи, к порядку, к ямам на дорогах и так далее. А можно сделать на этом акцент, и можно это довести. Точно так же, как к ребенку надо относиться обычно. Мы, взрослые, учим своих детей, мы, взрослые, они учатся на нас. И в той же питерской ситуации, если бы мамы не среагировали, дети бы, наверное, нормально бы реагировали, может быть, даже научили этого ребенка действовать как-то по-другому. Дали бы детям проще друг с другом договориться быстрее. Абсолютно, абсолютно. И та агрессия ребенка, которая демонстрируется на детской площадке, любого ребенка, она идет из семьи. Сразу по детской площадке, я понимаю, мне как специалисту легко понять, какие проблемы в семье у каждого. Детская площадка — это зеркало такое, абсолютное зеркало. Поэтому наша с вами задача общества в целом принимать это как вариант нормы, варианта развития.
Ваш опыт соприкосновения с государственными институциями, насколько вот государство адекватно понимает ваши проблемы, ваши потребности? Вот честно, как бы, когда появилась проблема, я не пыталась даже идти в какие-то государственные структуры. Вы не ожидали там помощи? Ну, да. Ну, то есть ее даже не было. Ну, может быть, я не нашла или не было. Ну, ребенок был сложный, поведенческий, и речи не было. Я просто искала специалистов, искала людей, которые могут мне помочь. И чаще всего это были частные центры. Потом мы создали свой. Ну, то есть я как бы не искала, что государство должно мне помочь. У меня не было такой в голове... То есть вы даже не ставили цель себе? Нет. И, может быть, я поэтому как-то спокойно реагирую на все эти моменты. Ну, то есть пошла, сама нашла специалиста, обучила его. Сейчас есть такая возможность. Нашла няню, обучила, нашла тьютера, мы его обучили. Рассказала, да, и дальше как бы все по накатанной. То есть и как-то вот легче с этим жить. Общественные инициативы, вот все те группы поддержки, все те организации, которые вы сами создаете, да, родители особенных деток, это единственная и эффективная вот та помощь, которая оказывается вам, да? Ну, вся жизнь именно там кипит. Ну, наверное, на данный момент да, потому что это все-таки такое доступное пространство, комфортное, так скажем, где реализуются все наши потребности. Я хочу, чтобы вы вслух назвали эти организации, потому что, ну, я думаю, что зрители наши должны знать, куда бежать, к кому обращаться, где можно найти поддержку. Я думаю, это будет неплохо, если вы озвучите их. Да. В Симферополе я назову несколько организаций, к которым могут обратиться родители, которые испытывают как бы потребность в коммуникации, либо в коррекции детей с особенностями развития. Вот. Это, ну, где я работаю, фонд «Особый взгляд», благотворительный фонд. Потом есть общественная организация «Рост». Есть организация «Живая вода», преград нет, у них замечательный фестиваль, они реализуют проекты в сфере творчества, спорта. То есть просто даже набрать в интернете общественная организация, выйдет вот несколько. У нас есть инклюзивный ресурсный центр. То есть многие родители о нем знают, они как раз оказывают раннюю коррекционную помощь Симферополя и регионам родителей. Есть онлайн-помощь, программа, там работают хорошие специалисты. Ну, то есть здесь главное не замыкаться, и даже, ну, у нас может быть проблема, не все педиатры, например, знают, то есть мы с этим тоже хотели работать, ну, то есть не все врачи знают, куда отправить ребенка, но есть сейчас средства связи, интернет, общение, и можно даже просто написать пост «помогите мне», или если такие знакомые, и вот поверьте, что вам в тот же день напишут, ну, потому что сейчас много и знакомых с проблемой, и подскажут, куда идти, что, ну, как бы не ждать, что что-то сверху упадет, а идти самим, говорить, озвучивать свою проблему. У нас чуть-чуть другое направление, у нас хирургические нужны нам вмешательства. Я, конечно, очень рассчитываю на государство, чтобы они нам помогли прооперировать Ирвинчика. У нас не с психикой связано. У нас есть в Симферополе в бюджетной стороне это ресурсный центр «Ранняя пташка» на Александра Невского. У нас есть на Луговая 6 прекрасный реабилитационный центр. В этом году, только я была на совещании в декабре в прокуратуре, у нас, оказывается, организован летний отдых для детей с особенностями развития. На сайте Министерства образования есть полная информация, как получить летний отдых бесплатно для детей. Причем даже вот есть возможность отправить ребенка в детский лагерь, ну, или получить санаторно-курортное лечение. Ну, в этом плане, то есть это прям президентская программа. И она у нас в Крыму реализуется в полной мере. На это лето у них очень такие... Большие планы. Большие планы, да, на самом деле. Поэтому стучите, вам откроют, конечно. Ну что ж, я хочу закончить фразой о том, что очень многое зависит от нас. Не нужно искать виноватых и виновных. Я думаю, что чем больше мы будем говорить на эту тему, тем больше шансов у особенных деток на нормальную, адекватную жизнь, на нормальное, адекватное существование. Ну а самое главное — мечтать, и мечты всегда реализовываются. Переходим к блицу.
Эльзара Ханум, надеяться или действовать? Действовать, конечно. Саунс. Лилия Ханум, семья или общество? Я считаю, должен быть баланс. Саунс. Рисмаль Ханум, ментальное равенство или социальное одобрение? Социальное одобрение. Саунс. Дарья Александровна, цели или мечты? Цели. Спасибо. Эрвин, президент или лидер? Президент – это очень хорошая профессия. Я хочу стать президентом, учиться ходить и быть полезным для народа, для крымчан всех, для родственников и самое главное для пенсионеров, для всех. И для детей тоже. Саунс. Это был проект «Меркес». До встречи в следующих выпусках.